Поселок Каинды, Кеменская область. Это самый обычный поселок. Из достопримечательностей национальный природный парк, примерно в 5 километрах отсюда, и население, всего 300 семей. Тихий поселок встречает приезжих с недоверием. Мы программу снимаем о трудовых мигрантах. Если я и захочу уехать, меня никто не возьмет. В центре поселка всякая живность. Кругом небольшие дома и всего пара магазинов. Время здесь замерло, а люди живут размеренной жизнью. Многие семьи бросают своих детей и уезжают на заработки. Здесь ведь работы нет. Солнце печет, от этого работать кикменем тяжелее вдвойне. Но только так можно выиграть эту непростую битву за урожай. Вот так, помаленьку. Небольшие, но деньги. Работа на поле уже давно проклинает, но другой здесь нет. Муж Куздаркуль Алтынбековой умер 16 лет назад. Сыновья вот уже который год скитаются по странам на заработках. Дети помогли купить корову, стало немного легче. Теперь у нас есть свое молоко и кефир. Куздаркуль и трое ее внучек живут на мизерную пенсию и пока только мечтают о новом жилье. Все ждем, когда потолок обвалится. Боимся. Сын просил потерпеть еще годик, обещал построить новый дом. Девочки постоянно живут со мной. Девочки не видят родителей месяцами, а то и годами. Кто-то должен зарабатывать деньги. Говорят, работают, но заработают ли, не знаю. Я еще не видела, чтобы кто-то много заработал и разбогател. Из социальных объектов одна школа и здание сельской управы. Наследие прошлого века. Главный промысел, как и десятки лет назад, животноводство. Но недавно пенсионерки сплотились и решили заняться войлочным бизнесом. Продаем эти изделия в местном магазине, иногда вывозим на ярмарки. Несколькими годами ранее на грантовые деньги спонсоров в поселке создали общественный совет. Помогать семьям-мигрантам – одна из главных его задач. В числе активисток – сельская интеллигенция. Анара Байсакалова, к примеру, учительница русского языка. Внуки, дети, оставшиеся дети, они живут за счет пенсии пожилых людей. 3000 сомов. Это же на 3 человека, на 4 человека не хватает. Пенсия у 78-летнего Алтымыша Калматаева чуть не дотягивает до $100. По здешним мерам это неплохие деньги, но для одного человека. Вот это мои внучки, дети моей дочки. На небольшую пенсию Алтымыш Калматаев кормит 2 внучек и сына, недавно перенесшего операцию. Младшая внучка в 4 классе, старшая в 5. Дочка оставила их, а сама уехала в Россию зарабатывать деньги. Дедушка Алтымыш недавно перенес инсульт. Несколько месяцев, почти парализованный, пролежал в постели. Сейчас он учится заново ходить. Если раньше их называли беспризорными, то сегодня их принято называть социальными сиротами. Бактыгуль Нурзада почти не видят своих родителей. Именно на семейном факторе чиновники в последнее время делают упор, убеждая потенциальных гастарбайтеров отказаться от поездок на заработки. Мы о всех бедах и последствиях знаем. Ну, пока, конечно, можно признать, что наша работа может быть недостаточно. Да? Уезжающих запугивали и рабствами, и жульничеством работодателей, но от этого числа мигрирующих на заработки не поубавилось. И оказалось, что для государства это даже выгодно. Государством есть тоже какая-то польза. Но уехал человек, работал, присылает деньги. Это тоже польза государству идет. Азамат Рахманов поддерживает связь с соотечественниками за рубежом. Делится последними данными. Только за год трудовые мигранты перевели в страну больше $1,5 миллиарда. Это треть ВВП страны. Отправлять неинтересно никому, нашим гражданам. Да? Ну, жизнь принуждает, что выезжать в Россию. Поэтому каждый сам самовольно уезжает. Важно не запугивать трудовых мигрантов, чтобы они не выезжали, потому что люди все равно будут это делать, если они это делать хотят. Но надо предупреждать о тех рисках, которые их там ожидают, чтобы человек не ехал в неизвестность. Да, потому что существует целый такой слой мигрантов, которые выезжают просто в никуда.
За час до отправки на железнодорожном вокзале люди толпятся, спешат в Москву. А сколько раз в неделю вообще уезжает отсюда? 6 раз в неделю уезжает. Да, один день киргизская, один день это мы. Почти каждый день поезда везут из Бишкека гастарбайтеров в Россию. Слезы провожающих – это редкость. Брата вот жена поехала за длинным рублем. И вот его сейчас туда тянет. Человека не остановишь же. Не зря пословица говорит. Рыба где глубже, а человек где лучше, да? Санджар вместе со своей невестой едут в Россию впервые. Там брат работает. И хотим туда поехать. Ну, надеетесь там найти работу? Да. А если не найдете? Ну, надеемся найти. Знакомые есть, родственники есть. Надеемся, будет все хорошо. Для Рахат это не первая трудовая поездка в Москву, но первая для супруга. Одна, да, только дочка у вас? Или еще есть? А остальные дети? Трое суток в пути и всеобъятная Москва. Сегодня страну покинули еще несколько сотен кыргызстанцев. Джиргал Абдрахманова делится последними новостями. Месяцами ранее с поселка съехала еще одна семья. Это дом Зарлыката. После его смерти дети разъехались кто куда. Дом сейчас пустует. Так, с поселка Каинды за последние годы выехали на заработки свыше 50 семей. Что будет через 5 лет, жители боятся даже загадывать.